Фронт был далеко от села Нечаево. Нечаевские колхозники не слышали грохот орудий, не видели, как бьются в небе самолеты и как полыхает по ночам зарево пожаров там, где враг проходит по русской земле. Но оттуда, где был фронт, шли через Нечаево беженцы. Останавливались, грелись по избам бездомные люди и шли дальше. Однажды в сумерки в избу к Шалихиным постучались. Рыжеватая проворная девочка Таиска бросилась к боковому окну, уткнулась носом в проталину, и обе ее косички весело задрались кверху. «Две тетеньки!» – закричала она. «Одна молодая в шарфе, а другая совсем старушка, с палочкой. И еще, глядите, девчонка!» Груша, старшая Таискина сестра, отложила чулок, который вязала, и тоже подошла к окну. «И правда, девчонка, в синем капоре!» «Так идите же, откройте!» – сказала мать. «Чего ждете-то?» Груша толкнула Таиску. «Ступай! Что же ты? Все старшие должны!» Таиска побежала открывать дверь. Люди вошли, и в избе запахло снегом и морозом. Пока мать разговаривала с женщинами, пока спрашивала, откуда они, да куда идут, да где немцы и где фронт, Груша и Таиска разглядывали девочку. «Гляди-ка, в ботинках!» «И чулок рваный!» «Гляди, в сумку свою вцепилась, даже пальцы не разжимает! Чего у ней там?» «А ты спроси!» «А ты сама спроси!» В это время явился с улицы Романок. Мороз надрал ему щеки. Красный, как помидор, он остановился против чужой девчонки и вытаращил на нее глаза. Даже ноги обмести забыл. А девочка в синем капоре неподвижно сидела на краешке лавки. Правой рукой она прижимала к груди желтую сумочку, висевшую через плечо. Она молча глядела куда-то в стену и словно ничего не видела и не слышала. Мать налила беженцу горячей похлебки, отрезала по куску хлеба. «Ох, да и гремыки же!» – вздохнула она. «И самим нелегко, и ребенок мается. Это дочка ваша?» «Нет», – ответила женщина, – «чужая». «На одной улице жили», – добавила старуха. Мать удивилась. «Чужая? А где же родные твои, девочка?» Девочка мрачно поглядела на нее и ничего не ответила. «У нее никого нет», – шепнула женщина. «Вся семья погибла. Отец на фронте, а мать и братишка здесь убиты». Мать глядела на девочку и опомниться не могла. Она глядела на нее легонькое пальто, которое, наверное, насквозь продувает ветер, на ее рваные чулки, на тонкую шею, жалобно белеющую из-под синего капора. Убиты! Все убиты! А девочка жива. И одна-то она на целом свете. Мать подошла к девочке. «Как тебя зовут, дочка?» – ласково спросила она. «Валя», – безучастно ответила девочка. «Валя, Валентина», – задумчиво повторила мать. «Валентинка». Увидев, что женщины взялись за котомки, она остановила их. «Оставайтесь-ка вы ночевать сегодня. На дворе уже поздно, да и поземка пошла. Ишь как заметает. А утречком отправитесь». Женщины остались. Мать постелила усталым людям постели. После ужина все угомонились очень скоро. Только мать ворочалась на своей постели и никак не могла уснуть. Ночью она встала, зажгла маленькую синюю лампочку и тихонько подошла к лежанке. Слабый свет лампы озарил нежное, чуть разгоревшееся лицо девочки, большие пушистые ресницы, темные с каштановым отливом волосы, разметавшиеся по цветастой подушке. «Сиротинка ты бедная!» – вздохнула мать.
только глаза на свет открыла, а уж сколько горя на тебя навалилось, на такую-то маленькую. Долго стояла возле девочки мать и все думала о чем-то. Взяла с пола ее ботинки, поглядела. Худые, промокшие. Завтра эта девчушка наденет их и опять пойдет куда-то. А куда? Рано-рано, чуть забрежила в окнах, мать встала и затопила печку. В тишине при свете маленькой лампы мать тихонечко разговаривала с дедом. «Давай возьмем девочку, отец», — сказала она. «Уж очень ее жалко». «Взять девочку? Ладно ли будет?» — ответил он. «Мы деревенские, а она из города». «А не все ли равно, отец? И в городе люди, и в деревне люди. Ведь она сиротинка. Нашей Таиске подружка будет. На будущую зиму вместе в школу пойду». «Ну что ж, гляди, тебе виднее. Давай хоть и возьмем. Только смотри, сама потом не заплачь с нею». «Ой, авось и не заплачу». Вскоре поднялись и беженки и стали собираться в путь. Но когда они хотели будить девочку, мать остановила их. «Погодите, не надо будить. Оставьте Валентинку у меня. Если кто родные найдутся, скажите, живет в Нечаеве, у Дарьи Шалихиной. А у меня было 3 ребят, но будет 4. Авось проживем». Женщины поблагодарили хозяйку и ушли, а девочка осталась. Так появился в селе Нечаево новый человек.